Влада півострова Крим звільнила Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Вони зараз знаходяться у Туреччині і знайшли можливість, вийшли з нами на прямий зв'язок. І от прямо зараз вони з нами телефоном. Ахтеме, вітаю вас. Добрый вечер. Во-первых, поздравляю вас, поздравляю от имени телеканала и всего украинского народа, государства с тем, что вы уже на свободе. Расскажите, как ваше самочувствие, ваше и Ильми Ага? Нормально. Я благодарю также весь украинский народ, президента Украины, президента Турции за вот то неожиданное освобождение, которое мы сейчас получили, так сказать. Потому что никакой надежды на это не было. И я, в принципе, понимал, что мне надо сидеть все 8 лет, потому что в моей ситуации ни о каких других вариантах речи быть не могло. Ахтем, как узнали о том, что освобождение, и правда ли, что вас уговаривали сознаться, просить о помиловании у Путина, ну и так далее? Ну, с момента моего ареста много было предложений. И достаточно гнусных, с моей точки зрения, да и с точки зрения любого нормального человека. Поэтому, если бы я, как Чийгоз Ахтем, желал бы таким путем выйти на свободу, я не просидел бы практически 3 года. Поэтому, конечно, и со временем, и сотрудники и ФСБ, и Следственного комитета, и всех других силовых структур понимали, что подобные предложения мне делать нет смысла. Кто-то купился, кто-то за это время пошел таким путем. А мне, в принципе, я думаю, что, как они мне, некоторые из них сознавались, что подобных предложений со мной, в общем-то, и не обсуждались. То есть вам не предлагали? Другое дело, да, говорили, что о помиловании. Я сказал, что я ни в чем не виновен, и ни у кого просить ничего не буду. Возможно, вы уже видели наверняка заявление от местных якобы депутатов, которые говорят о том, чтобы вас помиловали, Путин опросил так называемый муфтий Крыма. Знаете ли вы что-то об этом? Вот я от вас это слышу. И, честно говоря, если бы я не знал бы так хорошо муфтия, в частности Эмир Али, я бы посчитал, что человек совесть загрызла. И тогда бы такой поступок я бы воспринял как покаяние. Но зная его очень хорошо и зная, что он не является самостоятельным ни муфтием, ни личностью, я думаю, что он сделал то, что ему сказали, как и во всех других вещах. Ахтем, знаем, что рядом с вами находится... Мне абсолютно все равно, что подобного рода люди говорят, делают. Это не ихнее. У них никогда не было самостоятельности. И вот я от вас это услышал. Знаем, что рядом... Кроме, как сказать, удивления, у меня это ничего не вызывает. Знаем, что рядом с вами находится Ильми Ага. Можете передать ему трубочку, если на вашем телефоне еще достаточно заряда. Мне подсказывают режиссеры, что трубка садится. Не нашли. У меня мало зарядки. Можем ли Ильми услышать? Курткам. Что будет? Арабан içinde. Сейчас, одну секундочку, вот зарядку мне ищут. Да, я слышу вас. Можем ли услышать Ильми?
Еще раз, пожалуйста. Можем ли мы услышать Ильми Умерова? Говорят, что он рядом с вами находится, и вы можете передать ему Вот телефон. за 3 года у нас 25 лет мы были неразлучны, а вот 3 года мы практически друг друга не видели, только через телевизор во время судов иногда. Поэтому я с удовольствием передаю ему трубочку. Алло. Ильми, здравствуйте, вы в прямом эфире. Во-первых, мы вас поздравляем с возвращением, точнее, с освобождением и с тем, что вы уже на свободе. Примите поздравления от нас, от всего канала и, в общем-то, от всего украинского народа. И хочу узнать у вас, а вам предлагали ли сотрудничество или просили ли вас просить о помиловании у Путина или какие-то другие формы, и ставили ли вам какие-то другие условия? Ну, во-первых, спасибо. Я тоже присоединяюсь к тому, что сказал Ахтем. Благодарю президента Турции за то, что он провел такую инициативу. Но для меня вообще было полной неожиданностью, что я оказался рядом с Ахтемом, потому что я был под подпиской о невыезде, и я не был лишен свободы. Я все это время, 1,5 года с момента возбуждения уголовного дела, находился дома. Мог ездить по Крыму, участвовать во всех мероприятиях, в социальных сетях и так далее, то есть давать интервью и так далее. И все это я продолжал. Для меня немножко иначе, чем к Ахтему эта ситуация относится. Ахтем освободился из СИЗО, из тюрьмы, а я, наоборот, получается, вынужден покинуть родину. Наверное, судьбой так уготовано, что придется какую-то часть времени, какую-то часть борьбы перенести в столицу Украины и вообще на материковую часть Украины. Придется там пожить и оттуда бороться за возвращение Крыма в Украину. Скажите, о том, ставили ли вам какие-то условия, предлагали ли вам какие-либо сделки? Да, было. Приходили сотрудники ФСБ, предлагали написать письмо о помиловании. Я категорически отказался, и мы как бы обошлись без этого письма. Вернее, они обошлись без этого письма. Более того, даже в тот период, когда уже приговор был зачитан в суде, но еще не вступил в силу, я активно продолжал давать комментарии, интервью на все темы, которые касаются крымско-татарской проблемы. Ильми Ага, расскажите, как ваше здоровье? Знаем, что вас в аэропорт везли на скорой помощи. Вообще, последнюю неделю я находился на стационарном лечении в Бахчисарайской больнице в неврологическом отделении. Меня сегодня утром неожиданно, совершенно неожиданно для меня, забрали прямо из палаты, в которой я находился. Привезли в аэропорт, посадили в самолет, там уже находился Ахтем Чийгоз. Общаться нам не позволили. И мы даже поздоровались с ним уже в Анкаре. Вас сопровождали какие-то вооруженные люди или как это происходило? Ну, вооружением они не бряцали, но спортивного типа сотрудники ФСБ или каких-то других структур, человек 10-15 ни в салоне самолета, кроме нас двоих, еще было. Ильми, когда вы вернетесь в Украину? Здесь ждут мои коллеги, просто готовы вас встречать в аэропорту. Ну, мы хотим завтра вернуться. Правда, еще вопрос с билетом не решен. Ну, наверное, каким-то образом мы обязательно сообщим, как будет известно, через Межлис, через Рифата, через Мустафа Ага. Каким-то образом мы обязательно сообщим время приезда. Спасибо вам большое. Мы вам желаем крепкого здоровья, скорейшего возвращения в Украину, потому что здесь вас с радостью и нетерпением ждут.